Центр развития талантов «Аврора» Республики Башкортостан создали в Уфе в октябре 2019 года. Его цель – выявить и развить таланты у детей и молодежи Республики Башкортостан. Каждая программа в «Авроре» длится 21 день. Основные направления – наука, искусство, спорт. Глава Башкортостана Ради Хабиров в Центре развития талантов «Аврора». В общем, у нас здесь 900 квадратов. У нас распределенная модель, то есть конкретно здесь, в этих 900 квадратах, находится наука, ядро. Спорт, искусство, музыка, они находятся в других локациях. Допустим, художественное изобразительное искусство находится в Архагеи. Спортивное направление находится в спортивной гимназии-интернат номер 5. Здесь у нас 6 лабораторий. Спортивное ядро, вы помните, видели? Да, здесь у нас 6 лабораторий. Хотим все показать. Давайте начнем с технологии. Вот наша лаборатория. Мусин Марат Раджапович, преподаватель технологии и физики. Ему слово. Здравствуйте. Данная лаборатория, добро пожаловать. У нас здесь работа кипит. Айнур, Артур, титулованные ребята из последней войны в чемпионате по построению машин Голдберга в Москве взяли победители абсолютные, да. И, наверное, Айнур даже лучше расскажет про лабораторию, ему слово передаю. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать в лабораторию проектной технологии. В основе данной лаборатории лежит принцип цифрового производства. Этот термин включает робототехнику, нейросети, большие данные, а также чиповые станки. Чиповые станки помогают нам сделать проект от идеи до конструкции. Тут не нужно уметь работать руками, всего лишь стоит знать основу 2D и 3D моделирования. Как вы заметили, у нас тут есть чиповые станки, это лазерные, фрезерные, еще 3D принтеры со сканером. Занимаясь здесь в Авроре, мы можем участвовать в Олимпиаде НТИ по направлению ЧПУ и WorldSkills Junior. Круто. Да, ребята вот подготовили такой небольшой пробный рез, да. С нашим хэштегом «Алга Аврора». Да. Поэтому можете отмечать нас так. Если раньше мы не знали, как, допустим, сделать что-нибудь, конструировать, да, сейчас, как сделать идею, сейчас мы наоборот, как бы нам хватило идей, чтобы все это здесь воплотить. Айнур, откуда? Вот, вы откуда? Белорецкий район. Белорецкий. Белорецкий. Сейчас здесь вот он проходит обучение, да, получается? Да. А живет он где? Живет в кампусе. Ну, то есть Сельменево, да. Ну, то есть я учусь здесь, в лицее, а живу в Сельменево, в Белорецком районе. Ну, я понимаю. А здесь где живешь? Живешь в кампусе, правильно? Инженерный лицей. Ну, в кампусе, да, получается? Да. Сюда пройдемте, пожалуйста. Вот это реально очень интересно. Булат Ахатович, скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Это ребята из Республиканского инженерного лицея-интерната. Они готовятся на Олимпиаду НТИ, интеллектуальной энергетической системы. Тут Данил, капитан команды, он поподробнее расскажет. Да, вот с нашей командой, так как сказал Булат Ахатович, готовимся к Олимпиаде НТИ. Вообще Олимпиада проводится в 3 турах. Первые 2 тура – это теоретические туры. И 3-й тур заключительный находится на этом стенде. И вот мы сразу к нему непосредственно уже готовимся. Вообще цель всей этой ЕС – это распределить потребителей энергии и выработка энергии. Вот как раз таки заводы, больницы – это потребители, а выработка вот солнечные электростанции, ветряки. А это распределяется все с помощью аукциона. И после аукциона наша вот команда пишет скрипт для энергобаланса. Ну, допустим, если слишком много энергии будет, мы ее накапливаем. Когда будет слишком мало энергии, мы ее наоборот опускаем. Ну, в общем-то, вот все. Спасибо большое. А когда Олимпиада? Когда Олимпиада будет? Олимпиада, вообще регистрация проходит в начале августа и 12 сентября кончается. А вы в каком классе учитесь? 10 класс. А вот Данил 9 класс. 9, да? Куда будете поступать? Не знаю, планирую в УГНТУ. В ГНТУ? Ну да, рядом здесь, да, конечно. Цель вот этой Олимпиады НТИ, они, если участвуют, это Олимпиада перечневая, она позволяет поступить в УГНТУ без вступительных экзаменов, то есть без сдачи ЕГЭ. То есть они побеждают, если там уже как бы сразу имеют поступление в кармане. Здорово. Спасибо. Здесь лаборатория конвергентная, там тоже интересный случай. Ребенок получил конкретное приглашение в МГУ по химии, но, то есть уже все, можно сказать, поступил, но конкретно остался здесь. Будет поступать также в УГНТУ. Это
Тимур Маннанов, тренер нашей сборной республики по химии. Тимур, тебе слово давай. Здравствуйте. Добро пожаловать в конвергентную лабораторию. Это лаборатория, где мы работаем на стыке. Химия, физика, биология, все вместе. У нас, знаете, вообще, естественно, научная база всегда была очень мощная. В прошлом году вы были на Олимпиаде по химии на Всероссийской. У нас там 6 ребят стали призерами. А в этом году уже 12 человек в команде. Обычно олимпиадников критикуют, потому что говорят, что у нас оторвано что-то от жизни. Вот здесь мы эти стереотипы разрушаем. Вот это вот ребята делали на прошедших сменах. Вот искусственный малахит, сами синтезировали. Искусственный снег. А вот это вот ароматизатор. Если аккуратно понюхаете вот так, можете попробовать угадать, какой запах. Да, что это? Знакомо нам. Вкус детства. Да, газировка. Дюшес, да, Дюшес, искусственно правильно. синтезированный. Так, ну тут у нас ребята лучшие химики республики, члены команды заключительного этапа. Настя. Здравствуйте, я занимаюсь количественным определением ионов меди в растворе методом тетраметрии. Это очень важно для металлургии, например, для определения составов сплавов и руд. Так, тут у нас работает Багир. Доброе утро. Я занимаюсь определением частоты парацетамола и аспирина методом тонкослойной хроматографии. На хроматографическую пластину были помещены препараты. Они были выдержаны в сосуде над элюентом. А после всего, под УФ излучением мы можем видеть, что для каждого из препаратов присутствует только одно пятнышко. Это значит, что они были чистыми. Чистый, да? Вообще тут такой интересный работает пример наставничества. То есть я сам как олимпиадник остался в нефтяном и тут сейчас с ними работаю. И вот Тагир у нас тоже планирует поступать на биотехнологии в УГНТУ, хотя имеет право без экзамена поступить почти в вузы России. С него я говорил. Это важно для металлургической промышленности, да, Тимур? Да, Это качество. фармацевтика. Да, и вот еще одна фармацевтика. А может вы тут потихонечку вакцину от коронавируса придумаете? Ну, мы Но мы работаем над уже этим. смотрели исследования, там есть структура, можем чуть подумать. А оборудование, на ваш взгляд, здесь какое? Достойное? По мне, лучшее. То есть я сам занимался подбором, я был на разных олимпиадах в Новосибирске, Москве, в том числе в Сириусе. Лаборатория на уровне, абсолютно. И вот эти приборы, они позволяют не только к олимпиадам готовиться, но и вот, как видите, какие-то задачи решать. Тимур? Здесь я измеряю концентрацию веществ с помощью спектрофотометра. В данном устройстве через кюветы проходит видимый свет, и мы видим оптическую плотность раствора. Чем интенсивнее окрашен раствор, тем больше в нем концентрация вещества. Это очень важно в пищевой промышленности. Это ЭК-спектрометр, это очень классный прибор. Он позволяет нам понять структуру химического вещества. И как он работает? Мы инфракрасным излучением действуем на наш препарат и узнаем, как он выглядит. Хотите сами попробовать? Здесь находится неизвестное вещество. Так. Все, что вам нужно, это нанести пипеткой одну каплю в центр площадки. Центр площадки? Вот сюда, да? Да, одну каплю. Чуть побольше. Да? Затем мы это прикрываем, чтобы не вытекало. Затем с помощью специальной программы мы снимаем измерения. Это не очень долго происходит. Обычно спектр мы анализируем вручную, но наша машина, компьютер позволяет нам это сделать аналитически. И вот, как показано, наше неизвестное вещество – это глицерин. То есть компьютер сам анализирует. А вы в каком классе учитесь? В 11. В 11. А откуда сами? Сами из Учелинского района. Челябинска. А здесь вот живете и учитесь, да? и учусь. Поступать куда будете? Пока я не определился. Ну, пора бы уже, наверное. Пора бы. Еще не определился, да? Нет. Ага. Ну, нравится здесь? Да, здесь очень нравится. Здесь Ну, очень классно. вот чувствуете, вот какой-то рост произошел такой? Рост, да, за последние 5 лет очень колоссальный рост. Вообще, представить такое оборудование здесь у нас буквально год назад было нельзя. Так, вот тут у нас вот один из этих наборов для уже фундаментального изучения физической химии. Это на стыке физики и химии. Здравствуйте. Сейчас я занимаюсь проведением лабораторной работы по изучению влияния катализатора на скорость химической реакции. Я работаю на модуле кинетика. И вся его прелесть заключается в том, что здесь есть все необходимые приборы и датчики для успешного проведения лабораторной работы. Вообще вся сама кинетика занимается изучением скорости реакции и катализатора, что очень важно для развития нефтехимии, потому что один открытый катализатор – это огромная экономия и тонны произведенных веществ. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня я бы хотел вам наглядно показать о том, как катализатор может влиять на скорость реакции. Здесь
Здесь находится концентрированный раствор перекиси водорода. Я наливаю колбу большего объема. Совсем чуть на дно. Далее я присыпаю Немного отойти, да? перманганат калия. В начале раствора образуется диоксид марганца, который как раз и ускоряет разложение. От коронавируса поможет? Но все-таки кислород выделяется, так что дышать полезно. Я слышал, люди от него умирают спустя 80 лет. Так. Очень позитивная информация. Спасибо большое. Да, ну, надеюсь, у нас понравилось. Вы увидели, да, что у нас наука и промышленность, и олимпиады, и даже вот развлечения можно здесь А вы сделать. сами студенты еще или? Я сам студент второго курса, да, поступил без экзаменов в нефтяном, сейчас тут работаю как тренер по универсарии. Ну, мало того, еще Тимур у нас эксперт на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии. В прошлом году, когда, помните, вот проходил на заключительный этап, Тимур у нас работал уже как эксперт, разработчик заданий. И я считаю, это очень, конечно, крутой уровень. Наш выпускник. Да, спасибо. Следующая инженерная лаборатория. Здесь тоже дети делают опыты, эксперименты и узнают много чего нового. Загир Рамилевич, учитель математики, физики. Добрый день. Так, это лаборатория инженерии. Здесь место, где ребята, которые будут приезжать, должны полюбить физику. Мы закупили, получается, оборудование Паска. Это на рынке цифрового оборудования, то есть самое надежное, крутое, оно и дорогое. Получается, датчики, они беспроводные, то есть можно ставить эксперименты и сразу получать результаты. Давайте аккуратнее. Он называется генератор тахиграф. Он позволяет нам наглядно увидеть такие явления, как электрическое поле, заряд, а также напряжение. Здесь может накопиться до 400 тысяч Вт. На датчиках Паска мы можем увидеть количество вольт и заряд. Также мы можем поднести трубочку, наполненную газом. Как видите, она светится. Высокое напряжение, здесь большое электрическое поле. Вот. Также можете увидеть. То есть датчики позволяют моментально брать результаты и здесь уже с анализами работать. То, что как раз-таки нам не хватало, получается. Спасибо. Какой класс, ребят? 8, да? А откуда родом? Откуда вы? Здесь. Кармаскалинский район. Нравится вам здесь? Да. Нравится, да? Здесь есть датчики, они очень хорошие, показывают нам информацию. Поэтому нравится. А так не нравилось. Следующая лаборатория, естественно, научная. Пока до нее идем, хочу сказать, что есть 6 лабораторий. Именно ядро науки может принять здесь 40 человек, чтобы они непрерывно... Вот это вообще самое главное, да? Сердце, да? Да, это наука. Но хочу сказать, что если бы площадь была в 2 раза больше, мы бы сделали бы в 2 раза больше, конечно, количество. По госзаданию у нас 600 детей ежегодно будут проходить. По госзаданию. Сюда, встаньте, пожалуйста. Давайте расскажите. Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Мы демонстрируем интерактивный стол Пирогова. Это российская разработка. Очень удобно, что все на русском языке. В общем, понятен, легок в обращении. Позволяет изучать тело человека на разных уровнях организации, взаимосвязь органов, систем, срезы, сравнивать норму и патологию и диагностику проводить. И можно контролировать знания. Радий Фаритович, предлагаю вам провести компьютерную томографию брюшной полости. А как что? Вот прям пальцем видите, вот так наверх. Здесь мы видим поясничный отдел позвоночника, это мышцы, выпрямители позвоночника. Дальше показалась правая почка, она будет слева, да, у нас на этом снимке. Далее левая почка показалась, кишечник мы видим. Вот это брюшная аорта спереди от патологии какие-то есть или нет? Патология, но здесь функции можно сравнивать, да, нормы и патология. Так, желудок, полость желудка. Вот он. Да. Начинаются легкие. Да, и легкие. Да. Все заканчивается на сердце. А вы сканируете мужчину или женщину? Можно менять пол. Тут меняется пол и все. Программа задается и все, да? 4000 изображений загружено, 100
100 снимков с патологиями. В общем, совершенно замечательный прибор с возможностью В очень принципе, велики. он, наверное, где-то на уровне медуниверситета нужен, да? Да, конечно. Ну, вот этот вариант вот для школ, а так, конечно, медицинский, биологический профиль очень хороший. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Мы изучаем морфологическое строение разных видов насекомых. С помощью этой программы мы можем отделить часть насекомого, расположить на предметном стекле, а здесь увидеть изображение на экране. Очень удобно, четко, и мы можем рассмотреть каждую деталь. Это удобно при работе описания насекомых. Затем мы можем сохранить фотографию, а здесь с помощью инструментов подписать все составляющие. Вот так. А вы куда хотите поступать? Тоже в медицинский университет. Вообще, в идеале мы должны его обратно собрать. И он должен взлететь. Над этим работаем. А там должен быть моторчик, который в соседней лаборатории. Да, делает, да. Следующая лаборатория. Лаборатория будущего. IT-технологии. Здравствуйте, ребят. Рамиль Шитович, преподаватель. Да, добрый день. Информатики. Мы рады вас приветствовать в лаборатории беспилотных авиационных систем. И сейчас мы хотели вам продемонстрировать полет коптера. Да, но пройдем сюда, на безопасную зону. Сюда, пожалуйста, встаньте. Уважаемый Олег Хадирович, хочу вам предложить надеть FPV-очки, куда будет транслироваться изображение с бортовой камеры коптера. Да, оденьте прям очки. Это... Мы являемся участниками Всероссийского чемпионата и воздушная инженерная школа. В том году мы участвовали и взяли первое место, тем самым обеспечив себе целевое обучение от Роскосмоса в МГУ. Вон даже как. Да. А ты команда взяла или вы взяли? Команда. А сколько человек? Сколько человек? 8? 8 человек. Молодцы какие. В этом году я заканчиваю 11 класс и решил поступать в УГНТУ, так как мне интересна сфера коптеров, и было прекрасно развивать в Республике Башкортостан. А куда приглашали? Приглашали меня в 3 вуза Москвы, это МАИ авиационный, МГУ и МГТУ имени Баумана. На выбор любой факультет. А родом вы откуда? С какого? Уфимский или с района? Нет. Да, я за Уфой. Спасибо большое. Черный пояс по коптерам. Спасибо. Спасибо большое. И последняя у нас математическая лаборатория. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Александр Романович, учитель математики. Так. Добрый день. Добро пожаловать в кабинет математики. Как мы все прекрасно знаем, математика – это царица наук, которая связывает все естественные научные предметы. А в данный момент у нас идет процесс подготовки к вузовским олимпиадам, который помогает в дальнейшем нашим выпускникам, дает дополнительные баллы при поступлении в вузы нашей республики. Здорово. Это вот какие классы здесь? Здесь у нас по 7, 9 и 10 классы. Это самые умные наши, да? Даже не смотрят ради Да, да, да. А им, вы извините, им немножко не до вас, сейчас у них есть... У них задание уже. Все, удачи. Спасибо. Спасибо. Пойдемте. Вот здесь вот можете посмотреть фотографии всех наших профильных смен, которые уже прошли. А вот насколько одна смена? Есть краткосрочные смены 3-7 дней, есть долгосрочные 15-21 день. То есть в зависимости от того, они приезжают, здесь накачиваются, живут здесь в кампусе. У нас сейчас, А питание в кампусе, да? В кампусе у нас та же самая столовая, которая для рели. Понятно. То же самое также. Сейчас у нас вот 40 детей здесь, и 55 ребятишек в Салихово у нас занимаются там по гуманитарным предметам. То есть распределенная вот эта как раз модель позволяет как раз-то по нескольким направлениям. Еще я хотел сказать, сегодня, Раф Федорович, уникальная возможность у нас. Михаил Казиник приехал к нам в республику. Да, он 2 дня работает с нашими учителями. Мы собрали учителей нашей республиканской гимназии-интернат. И что самое главное, мы сегодня ему презентуем наш рояль. Это уникальный рояль.
Амина Евгеньевна у нас пианист, она посмотрела, говорит, таких роялей нет. Но вообще, это тоже вот как раз ядро Сириуса, музыкальное ядро Сириуса. Там такое мы музыкальное оборудование, конечно, предоставляем детям, что надо, наверное, сюда вот один ребенок, он может несколько раз приходить или Конечно. как? Да, То есть в том числе отбор происходит таким образом, что он первый отбирается, а если он первый раз прошел профильную смену, конечно же, может проходить... Мы его траекторию дальше ведем. То есть мы его не бросаем, да. Продолжает как раз одаренных детей, талантливых уже ведем. Можно на память. Перманентный маркер, пожалуйста. Вот ваш любимый элемент. Вот здесь, пожалуйста, напишите пожелания, распишитесь. Это будет добрая традиция. Мы лаком покроем, чтобы потом не смывать. Будет подписывать вы, Путин, Джастин Тимберлейк. Ребята, это вам. Дерзайте, мечтайте, творите. Общую фотографию. Спасибо. Вон, пришло. Удачи, ребята. Спасибо. Гордимся вами. Спасибо. Владимир Федорович, получается, мы здесь растим, не скажу будущее, уже таланты. Ну да, ну будущее, взрослое будущее скажем республики. так, да. Взрослое, научное будущее республики, да. Для меня было удивительным то, что они здесь живут где-то, что учатся из разных районов. Да. В этом и смысл, что это все-таки республиканское учреждение, чтобы дети со всей республики сюда попадали. Видели, тут есть и из Учалов, есть и Кармаскалинский, есть и другие. Поэтому вот со всей республики смысл как раз и выявить наиболее выдающихся наших детей и дать им толчок определенных развития.